Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года для стрельцов. Карта недели для тех, кто в поиске партнера, для тех, кто в паре и для тех, кто в ссоре. Работа по найму, наше дело свое, финансы. Проблема недели, удача недели, совет. Итак, девятка трефовая для стрельцов выпадает на эту неделю. И карта говорит о том, что чем больше занятости, чем больше работы и дел на этой неделе, тем лучше. Хорошее время для того, чтобы заниматься карьерой, хорошее время для того, чтобы, может быть, обсудить свою должность с вышестоящими, может быть, повышение, да, хорошее время для того, чтобы заниматься своим профессиональным уровнем, повышать свой профессиональный опыт и так далее. Также карта говорит о том, что, может быть, кто-то захочет как-то вами воспользоваться вашими профессиональными навыками. Также карта говорит о том, что, может быть, как-то манипуляции, да, обман, может быть, кто-то, а может быть, даже вы сами будете что-то не договаривать или сами другими людьми манипулировать. Вот хорошо ли это, если мы будем говорить о новых знакомствах, да, то это плохо, потому что, скорее всего, тот человек, с которым вы познакомитесь, он будет просто вас обманывать. Это может касаться чего угодно, да, он может хотеть воспользоваться, допустим, либо теми знаниями, которые вы имеете, да, или, может быть, вашей какой-то компетентностью, или просто вот обманывает ради удовольствия, да, то есть, смотрите, здесь, скорее всего, будет очень много обмана, лжи и всего такого, что не соответствует действительности. Поэтому, если знакомство произошло у стрельцов на этой неделе, нужно подождать какое-то время. Здесь по этой карте, кстати, очень часто быстро проходит вот этот вот обман, да, мы понимаем очень быстро, что люди с нами не искренние, но все-таки здесь как бы можно поспешить, да, довериться человеку, и потом будет не очень приятно. Кроме того, вот эта карта говорит еще и о том, что у стрельцов может как бы проявиться такое желание просто как бы ухватиться за вот это новое знакомство, такое ощущение, что вот нужно во что бы то ни стало эти отношения сохранить, как будто бы они очень-очень для вас важны и нужны. Вот карта говорит о том, что не торопитесь. Все-таки этот человек пока еще для вас непонятный. Да, вот нужно время для того, чтобы понять. Не переводите отношения в близкие на этой неделе. Для тех, кто в паре, шестерка бубновая говорит о том, что, скорее всего, у вас были какие-то сложности в отношениях, может быть, даже и такое ощущение, что ваш партнер вас предал в чем-то. Может быть, это какие-то ваши там личные интересы, да, вот вам кажется, а может быть, это и на самом деле произошло. Вот карта говорит о том, что, скорее всего, вот на этой неделе ситуация прояснится, и вы, скорее всего, поймете, что никакого обмана, предательства не было, что это все вот заблуждение, скорее всего, ваше. И у вас здесь вот наладятся взаимоотношения наконец-то. Вот эта неделя очень хорошая для того, чтобы в паре отношения налаживать. Кроме того, эта карта, если, допустим, у вас все в порядке в отношениях и вы не ссорились, то у вас здесь просто очень такое вот хорошее настроение, да, вы легко общаетесь, и ваши отношения, они как-то становятся лучше, глубже, переходят на новый уровень, какой-то у вас общий интерес
может получаться. Ну, в общем, в принципе, у вас здесь очень положительные такие будут взаимоотношения. Кроме того, по этой карте еще может у вас будет много пересечений на почве профессиональной деятельности там, или денежек, допустим, да, то есть, может быть, об этом будете говорить и будете стараться друг другу помочь или там поддержать просто пока партнер занят вот этими вопросами, этими темами. Для тех, кто в ссоре, дама пиковая говорит о том, что для того, чтобы помириться, достаточно просто подарка или там цветка, букета цветов и каких-то приятных слов. И этого будет достаточно для того, чтобы помириться. Если, конечно, там девушка молодому человеку она не будет дарить цветы, но сказать что-то приятное вполне может, да, тут это будет уместно. И этого будет достаточно для того, чтобы помириться. Карта вообще очень такая хорошая в плане общения. То есть вам на этой неделе просто захочется помириться, вам захочется вместе быть, вам будет друг с другом очень приятно находиться рядом. Для тех, кто работает по найму, валет червовый говорит о том, что либо вы будете на этой неделе работать дома, либо вы вообще в отпуске, да, не будете работать, либо то, что вы будете делать, вам очень и очень нравится. А может быть, это даже какое-то ваше семейное дело, либо вот помогает вам в этих вопросах, вот именно в работе помогает ваш друг или там ваш муж, жена, или там еще кто-то, там дети, допустим, да, то есть как бы семья может вполне как-то вписываться тоже вот в эту деятельность. Либо это просто отдых и какие-то там романтические отношения, когда вам совсем не до работы. А так вообще, вот если, допустим, у вас работа есть, все вам будет нравиться, все будет получаться, с людьми контакт хороший. Если вы, допустим, что-то продаете или заключаете какие-то сделки, тоже все вам идут навстречу. Здесь, в принципе, все очень комфортно и хорошо. То есть вы чувствуете себя на работе как дома. И коллектив для вас как семья. Для тех, у кого свое дело, дама червовая говорит о том, что пришло время перемен. Причем, вот, скорее всего, здесь либо вы офис на дом переводите, либо, наоборот, из дома, да, то есть вот что-то вот у вас либо в дом, либо из дома какой-то перенос может быть. Либо это связано с какими-то поездками. Может быть, действительно тоже у вас будет какой-то временный перерыв в делах, и вы будете больше заняты вопросами семьи, детей, какого-то обустройства домашнего и так далее, и так далее. Но вообще это карта перемен. Если мы не говорим о семье, то тогда это просто перемены в ваших делах. А здесь, скорее всего, улучшение ситуации намечается, потому что приходят какие-то новости, что-то, информация какая-то приходит вам нужная, может быть, которую вы давно ждали, может быть, она неожиданная для вас. И вот все в вашем деле меняется. Либо вы вынужденно меняете здесь все, либо вы уже давно этого ждали. Но в любом случае здесь перемены хорошие. Кроме того, знаете, здесь может быть либо перевод вашего дела в интернет, либо, может быть, будут какие-то там консультации, допустим, может быть, обучение будет через интернет. Ну, в общем, знаете, вот здесь элемент такой неожиданности есть. И вот, знаете, как будто бы одно очень резко как-то заканчивается, и другое неожиданно начинается. То есть будьте готовы к тому, что, может быть, очень как-то резко все происходит. Либо вы можете как-то очень резко отреагировать, допустим, на партнера, на коллегу или на покупателя, или еще вот, в общем, на всех людей, с которыми вы связаны, да, вы можете как-то очень так резко себя проявить. То есть здесь нужно быть осторожнее. И также карта связана с поездками, может быть, по работе, да, может быть, для вас открывается эта возможность, либо наоборот, если она у вас была, то может закрыться.
Но, в принципе, будьте готовы к переменам, это вам на благо в любом случае. Для финансов восьмерка бубновая выпадает. Карта говорит о том, что либо очень как бы большое количество денег придет на этой неделе к стрельцам, да, но, скорее всего, единоразовым каким-то платежом. Это может быть, допустим, там, от продажи недвижимости или от продажи еще чего-то, но сумма должна быть большая. Либо это могут быть, наоборот, сложности с деньгами, когда вы пытаетесь сразу большую сумму получить или сделку на большую сумму заключить, вам приходится либо ждать, либо какие-то искать новые способы для того, чтобы эту сделку осуществить, или новых там клиентов, покупателей и так далее. То есть тоже такое может быть. Что еще? Может быть, ждать нужно денег. Может быть, даже кто-то откажет вам в деньгах. А может быть, даже кто-то воспользуется ситуацией, чтобы вот какую-то денежку у вас забрать. То есть здесь вот и такое тоже бывает. Эта карта говорит о том, что может быть изоляция влиять на то, что нет денег, да? То есть вот как бы сейчас вот такая ситуация, которая вполне вот в эту карту вписывается. Изоляция. Так, что еще? Ну, какие-то просто ограничения по финансам идут. Может быть, люди другие ограничивают, может быть, закон ограничивает, может быть, ситуация и так далее. Проблема у нас туз червовый. Карта говорит о том, что проблема в невозможности осуществлять какие-то желаемые действия или инициативу какую-то проявить. В общем, вот это нежелание, вернее, невозможность проявлять активность, это, конечно, проблема. Ну и еще здесь может проблема быть как бы депрессивное состояние. То есть вам нужен оптимизм, вам нужен, может быть, там юмор даже когда-то, да, а у вас может быть подавленное настроение. Это вот мешает. Для удачи валет пиковый, валет бубновый выпадает. Карта говорит о том, что у вас... Ну, как бы удача будет в том, чтобы вы принимали перемены, чтобы вы не боялись каких-то решений новых. Это тоже удачно для вас. И, может быть, как раз вот мы говорим про какие-то ситуации неожиданные, ситуации как-то резкие, шоковые, да, вот их не нужно бояться, нужно ими воспользоваться для того, чтобы была удача. Также это может быть карта, знаете, отвергнутой любви. Карта говорит о том, что удача у нас в том, чтобы ее не отвергать. Да? То есть то, что сейчас вам кажется лишним, ненужным, оно может вам как бы послужить еще. Да? То есть это любовь, от которой вы хотите отказаться, она на самом деле вам нужна. Вы, наоборот, до нее дозреть должны еще. То есть не время еще отказываться от настоящих чувств. Может быть, это просто какие-то временные тут трудности. Но если есть какие-то люди, вещи, обстоятельства, которые вам мешают, да, которые вот действительно не могут вам в будущем никак пригодиться, вот от этого лучше избавляться. Ну и, конечно же, здесь... Карта не советует нам от других людей отгораживаться. То есть нужно все-таки держать контакт. Если бывает такое, что вот хочется эмоционально отделиться от других людей, побыть в одиночестве, нужно дать себе на это время, но не нужно рубить с плеча, да, то есть не нужно совсем отказываться от этого, просто временно побыть в одиночестве или в уединении, и потом как бы все вернется. А для совета выпала восьмерка червовая карта, которая говорит о том, что, может быть, стоит в прошлом посмотреть что-то, может быть, в прошлом вы занимались какой-то деятельностью, да, она была успешной, вы сейчас можете ее применить. Или, может быть, в каких-то отношениях у вас в прошлом были с кем-то хорошие. Особенно это касается друзей, семьи, да, вот тоже можно как-то к ним вернуться. Вообще совет не только как бы на новое реагировать, но попробовать вот все, что у нас в прошлом было, попробовать перестроить вот на новый лад. Вот это было бы хорошо.
Такой совет нам дают карты. Ну и карта предупреждает о возможных проблемах с ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, да, то есть вот нужно подумать, какой пищей вы питаетесь, достаточно ли вы пьете воды. Здесь вот вообще вот как бы очень часто по этой карте идет нарушение водно-солевого баланса, да, может быть вот что-то вам здесь нужно подправить. Также эта карта связана, знаете, с рядовыми людьми. Если вы, ну, рядовые служащие, да, вот если вы, допустим, работаете на обычной должности, то есть вы не руководитель, то тогда вот, ну, как бы и нужно этого придерживаться. Если же вы руководитель, то, может быть, эта карта намекает на то, что вы либо слишком далеко от коллектива, от народа, да, как-то, ну, вознеслись, да, и нужно больше учитывать их нужды, либо, может быть, на какое-то время вам придется понизить, ну, как бы должность свою, да, то есть и не нужно этого бояться. Это временно, и это только на пользу. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.